Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манаси». В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчи Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Затем я эту книгу перевел на русский язык, и оба этих варианта на кыргызском и русском языке выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести указанные романы на данном сайте. Продолжая работу по популяризации эпоса, я сейчас работаю над второй его частью «Семитеи». Мною закончен первый том его, и сейчас идет работа над вторым томом романа «Семитеи». Чтобы популяризировать эпос среди широких слоев населения не только нашей республики, но и других стран, я вот сейчас эти свои видеоролики на русском языке сопровождаю титрами, субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что сейчас любой житель планеты нашей прекрасной может ознакомиться с моим произведением на своем родном языке или на понятном, доступном ему языке. Поэтому у меня к вам большая просьба сообщить об этих наших видеопередачах своим друзьям, родственникам, знакомым в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в деле распространения шедевра кыргызского народа Манаси. Вот это все, что я хотел вкратце сказать о своем произведении. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Слова Конурбая заставили крепко призадуматься Есенкана. Мои предположения оказались верны, с горестно покачал головой он. С самого начала недоумевал, почему Алмамбет старается быть таким справедливым. Теперь стало ясно, что он зарится на мой трон. Конурбай прав. Пока Алмамбет окончательно не укрепился, надо приструнить его. Иначе мне самому придется плохо. Но я правитель всего Китая. Мне не гоже самому заниматься такими грязными делами. Я уничтожу Алмамбета чужими руками. Тогда не скажет против меня плохого слова. Никто не будет проклинать. Через 2-3 дня после Конурбая к Есенкану пришел Алмамбет. Получив разрешение, он вошел к хану и низко поклонился. «Повелитель, — сказал богатырь, — твой вельможа Конурбай совсем распустился. Он собрал 6000 воинов и готовится к войне с кыргызами». «Верно, — ответил Есенкан. — Конурбай действует по моему приказу. Да, я знаю об этом, но это лишь половина правды. Видимо, ты не знаешь другую ее половину». «Чего именно?» «Конурбай готовит этих воинов не только против кыргызов. Он использует их для насилия над нами». «Каким образом?» «Он грабит своих соседей, отбирает у них пастбища, скотину для себя. Если ты не призовешь его к ответу, люди могут остаться недовольными, спокойствие народа будет нарушено». «В самом деле,
посмотрел на Алмамбета гневно плающими глазами Синкан. Ладно, я подумаю о твоих словах. Ты можешь идти. Обрадованный тем, что его слова возымели действие на хана, Алмамбет пошел к себе домой. Кажется, Синкан поверил моим словам. Радостно думал он. Даст Бог, хан примет против Конурбая меры и установит мир среди народа. Надо подождать, пока не получу от него ответа. Алмамбет в ожидании ответа Синкана 7 дней лежал у себя дома. От хана не было никаких вестей. На 8-й день Алмамбет пошел во дворец и попросил разрешения войти. И Синкан отказался его принять. Я ждал ответа хана 7 дней, уныло подумал Алмамбет. Но не хочет меня принять. Возможно, и Синкан пришел к какому-то выводу и дал соответствующие приказы подчиненным. Не зная об этом, не стоит мне здесь зазря ждать. Мои воины одни остались дома, чтобы внезапным нападением Конурбай или кто-то другой не искалечил их. Мне нужно возвратиться обратно. Когда Алмамбет вышел из дворца и направился домой, навстречу ему вышла бесподобная красавица. «Подождите, богатырь!» — сказала звонким голосом девушка. Алмамбет удивленно посмотрел на нее. «Кто это?» — поразился он. «Я ее не знаю. Видимо, она перепутала меня с кем-то и остановила по ошибке». «Вы зовете меня?» — с улыбкой спросил богатырь. «Да», — ответила девушка. «Не удивляйтесь, вы меня не знаете, но я очень хорошо знаю вас». «Знаете меня?» «Да, я много слышал о вас. Люди хвалят вас, считая справедливым, умным человеком. А теперь я вас вижу живьем. Кто вы?» «Бурулча, дочь Синкана. Я хотела встретиться с вами и предупредить вас кое о чем. Слушаю вас». В 7 дней ждали ответа Синкана. Он, обещая принять вас, до сих пор лежал здесь. Но хан обманул вас. Каким образом? Он в день вашего приезда отправил гонца к вашему отцу Сооронбуку. Гонец обхаял вас и передал ему слова Конурбая. Испугавшись, Сооронбук даже не желает видеть вас. Боясь гнева хана, он намеревается убить вас. Такого быть не может. Разве родной отец может убить меня? Поверьте мне, печально вздохнула девушка. Я вчера случайно услышал, как отец разговаривал со своими ближайшими помощниками. Он сказал, что мог убить вас здесь, но, будучи ханом всего Китая, он опасается дурной славы. Поэтому обязанность убить вас он возложил на самого Сооронбука. Когда вы возвратитесь домой, погибнете от его рук. В самом деле? Да. Услышав это, я встревожилась. С самого утра поджидала вас, чтобы встретиться и рассказать обо всем. Это действительно так? Нахмурился Алмамбет. Немного подумав, он пристально взглянул на девушку. «Допустим, я поверил вашим словам», — сказал он. «Но зачем вы все это говорите мне? В чем здесь ваш интерес? Не думайте, что я плохая, испорченная девушка. Причина того,
что я все это вам рассказала. Я, как и вы, всей душой болею за народ. Чем больше у нас будет таких справедливых, умных людей, как вы, тем лучше для Китая. Я хочу, чтобы вы и дальше служили во благо отчизны. Кроме этого, вы давно мне нравитесь. Я мечтала выйти за вас замуж. Услышав это, Алмамбет недовольно посмотрел на девушку. Без слов поняв его мысли, Парулча опередила ее. «Нет, нет, не берите в голову разные гадости», смущенно проговорила она. «Не в традициях китайцев, чтобы девушки первыми высказывали свои намерения. Но мы с вами можем больше не увидеться, поэтому я вынуждена сказать все это. Не оставайтесь здесь». «Почему?» «Китая вас ни Соронду, ни Синкан не оставят в покое и попытается убить. Найдите народ, который приютит вас, где вы можете спокойно жить, надеясь на свою богатырскую силу, намереваясь родиться с многочисленными врагами. Не станьте напрасно их жертвой. Бегите поскорее отсюда. А вы? Я буду вас нетерпением, ненадеждой ждать 7 лет. Если возвратитесь за это время, я выйду за вас замуж. Прощайте, богатырь, сказала красавица, и, шурша шелковым платьем, ушла, не оборачиваясь. От услышанного Алмамбет чуть не потерял сознание и долго не мог принять какое-либо решение. Возвратившись домой, не зная, что предпринять, он до утра сидел в постели. После долгого размышления богатырь взял все оружие и отправился с Бежина к себе домой. Когда Алмамбет приехал домой, к нему пришел слуга отца и приказал приказ немедленно явиться к нему. «Что случилось?» – тревожно подумал богатырь, пытаясь унять громко бьющееся сердце. «Я только что приехал из Бежина, помывшись, приведя себя в порядок, я сам пошел бы к отцу. Почему он так поспешно вызвал меня? Пусть меня хранит Бог и сопутствует удача». Встревоженный, Алмамбет сразу отправился к отцу во дворец. Не успел он поздороваться с ним, как Соронду яростно набросился на него. «Эй ты, придурок! Чем ты занимаешься?» – заорал он. «Какую беду ты вовлек в мою голову?» «Отец, я не понял вас», – ответил побледневший Алмамбет. «Подлец! Он, оказывается, не понимает меня!» Еще больше разозлился Соронду. «Какое я тебе дал поручение?» «Вы приказали возвратить пастбище Канджайлак от Конурбая или погибнуть от его руки?» «Правильно. А ты выполнил его?» «Да, отец. Я вернул обратно пастбище». «Нет!» — гневно закричал Соронду. «Ты не выполнил моего задания!» «Почему?» «Я тебе приказал переговорить с Конурбаем и мирным путем возвратить обратно пастбище. И не говорил, чтоб сражался с ним и перебил его воинов». «Отец», — степенно ответил Алмамбет, — «я бы не стал трогать его. Намеревался, как ты говоришь, решить все мирным путем. Но он, возгордившись, нахохлился и сам напал на меня. Чтобы защититься, я был вынужден вступить с ним в бой». «Не ври, подлец!» Снова начал орать Соронду. «Использовав мое поручение как предлог, ты сразу перешел в атаку на него. Ложь и вранье. А ты знаешь, сволочь, что Конурбай, защищая честь Китая,
чтобы уничтожить Манаса, обучает десятки тысяч воинов. Знаю. Все это он делает по личному приказу Сенкана. Наслышал об этом от самого хана. На такого верного сына народа, как Кунурбай, поднял руку и напал на его воинов. Что ты натворил, идиот? Я что, отправил тебя сражаться с нашими китайцами? Убивать их? Отец, почему ты мне не веришь? С какой стати ты считаешь мои слова ложными и безоговорочно веришь сказанному Кунурбаем и Сенканом? Заткнись, подонок! Я посадил тебя на трон, надеясь, что ты будешь справедливым, честным правителем. А ты, оказывается, вынашивал подлые замыслы. Ты приказал не выполнять традицию предков, испортил людей и распустил их. Народ, смирно живший до сих пор, теперь сел нам на голову. Таких, как ты, в народе называют смутьянами. Зачем ты занимаешься такими подлостями? Осел! Отец, я все это сделал ради благополучия, процветания народа. У меня нет никаких плохих намерений. Я преследовал цель, чтобы китайцы жили хорошо, богато, чтобы в нашу казну поступило много денег. А почему ты нарушил традицию предков? Отец, по моему мнению, приносить живого человека в жертву – настоящее невежество. Все равны перед Богом. И простой крестьянин, и хан. Разве это правильно, что при приезде правителя в его честь убивает человека? Поэтому я отменил этот обычай. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.